Добрый день, это видео для тех, кто хочет впервые поставить самостоятельно автомобиль на учет, ну а также для начинающих водителей. Прежде чем приобрести автомобиль, то есть пойти на рынок и выбирать себе автомобиль, либо искать по объявлениям, не поленитесь в любой поисковой системе в интернете, будь то Яндекс или Google, вбить договор купли-продажи транспортного средства, скачать. У вас выйдет миллион предложений, скачайте любой понравившийся вам, распечатайте его в 3 экземплярах. Сейчас я объясню почему. После того, как вы пришли на рынок, нашли понравившийся вам автомобиль, проверили его на чистоту документов, проверили его исправное техническое состояние, задается вопрос, как поменять собственника, как, вернее, стать собственником этого автомобиля. Вот здесь вам и придут на помощь вот эти вот договора. И рядом с авторынком и рядом с ГИБДД по Вилюйскому тракту мы можем видеть помещения, мы можем видеть автомобили, обклеенные наклейками с надписями договора купли-продажи. Дальше у нас там на них обычно бывает наклеено техосмотры, страховка, ну и прочее. И, естественно, все это будет делаться вам не бесплатно. Например, заполнение договора купли-продажи и заполнение в ПТС внесение изменения собственников обойдется вам в кругленькую сумму. В зависимости от жадности этих самых продавцов, этих самых услуг, да, и обойдется вам от 500 до 800, в некоторых местах даже и 1000 рублей. Распечатали договор в 3 экземплярах. Почему в 3 экземплярах? Один экземпляр пойдет продавцу, один остается вам и один вы отдадите в ГИБДД. Здесь все черным по белому написано. В договоре записываем место составления, дату составления. Дальше идут все реквизиты продавца, все реквизиты покупателя, ну, паспортные данные, телефоны. Дальше идут у нас все данные автомобиля. Единственный здесь нюанс, если покупаем новый автомобиль, как у меня, да, то свидетельство о регистрации, вот здесь у нас есть, мы пишем «отсутствует». И также, если у нас отсутствует вновь прибывший автомобиль, регистрационный знак, пишем «отсутствует». Идентификационный номер ВИН пишем «отсутствует». Шасси, если оно отсутствует, пишем «отсутствует». Но все остальные, конечно, заполняем согласно вот этой вот замечательной бумажке «Паспорт технического средства». Заполнили, и не забываем в графе сколько же получил у нас покупатель, вернее продавец, извиняюсь, вписываем реальную сумму. Если продавец будет просить вписать сумму 10 или 50 тысяч, якобы он не хочет платить налоги, потому что он этим живет, ну, так обычно просят у нас перекупы, то есть те люди, которые занимаются именно куплей-продажей, этим живут. В принципе, можете послать их смело нафиг. Почему? Потому что если вы согласитесь, пойдете на поводу и укажете в сумму в 10-50 тысяч, а не дай бог потом что-то с документами будет не так, либо машина окажется там двойником, либо у нас будут она распил или корпил, и получите вы тогда с этого продавца именно столько, сколько вы укажете в договоре. Так что пишем именно ту сумму, которую вы и передаете ему. Здесь подписываемся. Ну, в принципе, на этом все и заканчивается. Вот за это дело, за заполнение договора и за внесение изменений собственника в паспорт транспортного средства с вас и возьмут от 500 до 1000 рублей вот в этих самых будочках и в автомобилях, где написано договора купли-продажи. Что мы делаем здесь? Здесь все заполняется, не надо бояться заполнять наименование ФИО собственника. Ну, вы купили машину, вписываете свое фамилию, имя, отчество. Вписываете свой адрес, вписываете дату продажи, ну, естественно, вот эта дата обязательно должна будет совпадать с датой, указанной в договоре. Дальше. Вписываем документ на право собственности. Здесь пишется просто-напросто договор купли-продажи. Ставит подпись свою продавец, ставите подпись вы как покупатель. И все. С этими с двумя бумагами мы начинаем дальше действовать. А именно, что за действия у нас будут. Ну, не с двумя, с тремя. 2 договора у вас остаются на руках. И ПТС, да, если автомобиль вновь приобретенный. Здесь вновь только пригнанный. Какие действия? Мы в дальнейшем поедем в ГАИ. В ГАИ надо взять заявление
И надо взять реквизиты по оплате. Но здесь хочу сразу, забегая вперед, сказать, у кого есть Сбербанк онлайн, реквизиты у вас по оплате госпошлины ГИБДД в Сбербанк онлайн не есть. То есть можно сразу оплачивать. Какая сумма, об этом я скажу чуть позже, когда приеду в ГАИ. И вот здесь небольшое отступление. Если с диагностикой исправного состояния транспортного средства все понятно, допустим, в любой автосервис заехали, вам провели диагностику автомобиля, вам провели, значит, диагностику лакокрасочного покрытия, то с документами не все понятно. Документы могут быть на вид оригинальные, а когда пойдете ставить автомобиль на учет, окажется, что документы будут поддельные. Как здесь быть? Как не попасть в просак? Очень просто. Есть различные сайты, через которые можно пробить автомобиль на, скажем так, его право на существование. То есть то, что он не в залоге у банка, так как он куплен в кредит, то, что на нем не стоят значит, регистрационные действия, запрет судебных приставов и прочие, значит, негативные последствия какие-то, да. Здесь, если вы не умеете этого делать, проблему решить очень просто. Говорим собственнику: товарищ, а давай-ка мы с тобой рассчитаемся только после оформления транспортного средства в ГИБДД. И если товарищу абсолютно все равно, то есть он знает, что автомобиль чистый и никаких подвохов нету, он рад будет продать, особенно в наши тяжелые, да, кризисные времена, когда рынок стоит, он согласится. Если продавец начнет, извиняюсь за выражение, юзать на заднице, да, то здесь что-то нечисто. Если он начнет, то я не могу, а завтра, послезавтра сразу же посылайте козе, извиняюсь за выражение, в трещину такого продавца и ищите другой вариант. Потому что с 90% уверенностью можно сказать, что автомобиль этот нечистый, что-то с ним не в порядке, либо с документами, либо он двойник, либо он распил и прочие прелести у этого автомобиля запросто могут быть. Но вот пока вот так вкратце, значит, сейчас мы двинем в ГИБДД, возьмем там заявление, которое надо заполнять, и затем поедем дальше. Но пока на этом откланиваюсь, встречаемся с вами в ГИБДД. Следующие наши действия. Приезжаем в ГИБДД по Вилюйскому тракту и идем вот в регистрацию транспортных средств. Там на ресепшене берем замечательные бумажки с реквизитами оплаты госпошлины, которые составляют, кстати, если с получением номеров, 2850 рублей. И также берем заявление на осмотр транспортного средства, образец заполнения которого, кстати, там висит на доске. Я его сфотографирую, обязательно выложу, потом прикреплю к видео, чтобы все это было хорошо видно. Но пока все на этом. Вот я вышел с ГИБДД, с регистрационного отдела, взял заявление вот такое, как и говорил на ресепшене, которое заполняется довольно просто. В принципе, все здесь расписано, все показано. Ставлю потом образцы заявления, как заполняются обязательно. Здесь у нас есть реквизиты, без номеров 2850 оплачиваю и 850 с номерами. Это во-первых. Во-вторых, все это можно сделать через госуслуги, но я пойду простым путем, как большинство людей, которые не продвинутые пользователи сети интернет. То есть я могу это сделать, но я специально для съемки этого видео сделаю все просто как обычные товарищи. Да? Значит, сегодня все это заполню. Дальше я поеду, сейчас сделаю в первую очередь, конечно же, техосмотр, потом страховой полис. И с этими документами завтра уже вместе плюс сделаю предложение чека, распечатаю его, да, и вместе с этим уже завтра поеду на осмотр и попробую поставить автомобиль на учет. Ну, если получится, все по времени. Едем на техосмотр, я его прохожу всегда на Чайковского, в принципе, 500 рублей. Полчаса времени и техосмотр готов. Но, естественно, если машина в порядке. Прошли мы техосмотр, получили положительное заключение. Приехали получить страховой полис в центре прямых продаж, без всяких агентских сборов, на Дженикидзе 50, но, к сожалению, слетел интернет
и они поставить нам не смогли. Однако рассказали интересную вещь, что все это можно сделать самостоятельно через дома, через компьютер, при наличии банковской карты, привязанной к телефону. Ну вот сейчас поедем домой, тогда попробуем застраховаться лично дома, если получится. Ну все это в видео мы расскажем. Дальше, чтобы было удобно, тоже без, получается, агентских сборов. Так даже получается удобно. Но у кого нет такой возможности, конечно, милости просим. Я страхуюсь в Стерхе, их 4 адреса: Лермонтова 152, Вилюйский тракт 3 километр, или 156 Лермонтова, Вилюйский тракт 3 километр и Курашова 44, и вот здесь Орджоникидзе 50. Ну, мне она очень нравится, в принципе, это страховая, но, к сожалению, так получилось. Попробую, если дома получится, все это покажу, расскажу. Как и обещал, попробовать получить страховой полис через интернет на официальном сайте компании страховой Стерх. У меня это действительно получилось. Буквально манипуляции на 15 минут, и страховой полис у меня в руках. Кроме того, заодно я оплатил госпошлину в ГИБДД. Благодаря реквизитам, взятым в регистрационном отделе ГИБДД на ресепшене, про который мы с вами ранее говорили. Ну и вот, собственно, сама квитанция. Тоже не стоял в очередях, оплатил я через Сбербанк онлайн. В принципе, никаких проблем. Вот такие дела. Завтра едем уже на осмотр транспортного средства. Ну и, в принципе, постановку его на учет. Всем доброе утро. Еще раз. Утро следующего дня у нас уже вот здесь. Я вчера забирал документы, заявление, квитанция об оплате. Вот у нас госавтоинспекция наша. И осмотр проводится, ну, прямо же здесь на площадке, буквально вот через 20-30 метров. Я приехал в 8:20, был уже третий. Ну вот видим, где-то в 8:30 у нас уже 6. Машины потихоньку собираются. Ну, то есть, если приехать в 8-8:30, будете в первой десятке. Хоть и лето, но как раньше, ажиотажа такого нету. К 9 подойдет инспектор, проверит автомобиль. После осмотра мы с пометками в заявлении, со всеми документами идем в регистрационный отдел и уже там заканчиваем постановку автомобиля на учет. Но вот после осмотра пойду в регистрационный отдел, снова начнем снимать. Как мы видим, здесь же есть место для регистрации через портал госуслуги, как и говорил. То есть, подъезжая вот в это третье свободное место, проходит осмотр без очереди. И, соответственно, также потом оформляются документы тоже без очереди. Так что, у кого есть возможность, те, пожалуйста, делайте все это через портал госуслуг. Ну вот осмотр начался у нас. Сверяются номера, агрегаты. Ну, сейчас я тоже буду в скором времени проходить. Ну и после уже пойдем на оформление транспортного средства. Снова здравствуйте. Стал я счастливым обладателем государственных номеров. Автомобиль я поставил на регистрационный учет. Заняло мне это не более 3,5 часов. И то час, наверное, вчерашний тоже был не выкинуть, потому что я просидел час в страховой компании, их засбоила система, и мы в итоге не застраховались. Страховался я потом дома, электронный полис страхования получил, никаких проблем. В общем, сегодня я 8:30 приехал на осмотр, 8 пораньше, чтобы не было очередей. 8:53 уже пришел сотрудник, отдельный респект им за это, да, потому что они раньше пришли. 8:53 я уже прошел осмотр, 8:55 я уже взял квиток в очередь. Я был по очереди 27-м, потому что вчера здесь тоже был сбой в системе, были еще вчерашние. И просидел я примерно 1,5 часа, где-то в 10:32 меня уже вызвали. И благодаря оперативным и слаженным действиям Варвары Алексеевны, замечательная сотрудница, вежливая, поставили автомобиль на учет, выдала замечательные, кстати, номера, за что ей тоже огромное спасибо. И в 10:50 я уже был свободен. То есть на все про все, без всяких госуслуг, в принципе, у меня ушло по-хорошему вчера полчаса. Заехал, взял здесь заявление, взял квитанцию по оплате, сделал полчаса техосмотр. В принципе, на этом можно было заканчивать и ехать сразу делать страховку дома. Получается, час тогда вчерашний не считаем, полчаса вчера и сегодня где-то 2 часа. То есть 2,5 часа и машина уже получила. За сим я откланяюсь, ждите новых видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.